Добрый день, уважаемые зрители. Зовут меня Бекзат Мажитов, являюсь учителем биологии в школе-лицее Нур-Орда в Усть-Каменогорске. Хочу начать свой спич с письма одной учительницы. Работаю в сфере образования 20 лет, являюсь учителем математики. Всегда думала, что это мое призвание, любила свою работу и, конечно же, любила детей. Был у меня очень любимый ученик, очень талантливый. В один прекрасный день оставалось с ним заниматься дополнительно, повторяли пройденный материал, готовились к Олимпиаде. В один день вызвала его я к доске, чтобы решить простую задачу. И на удивление он не смог ее решить. Конечно же, я не хотела его обижать, но спросила: как ты не смог решить эту простую задачу? На то, что он ответил: вы не умеете преподавать. Она была шокирована. Она переспросила: а что ты имеешь в виду? На то, что ученик ответил: вы плохой учитель, мы вас не понимаем, поэтому я не смог, и я ошибся в этой задаче. Мне было страшно услышать именно эти слова от этого ученика. Я переспросила класс: что вы думаете насчет этого? На то, что все промолчали, и никто меня не защитил. Я быстро пошла к директору, написала заявление и перестала больше преподавать в этом классе. Но проходит уже столько времени, но у меня все время остается вопрос: что я сделала неправильно, почему этот ученик, мой любимый ученик, поступил со мной так жестоко, и почему ни один ученик меня не защитил. И это является криком души учителя. На этом письмо заканчивается. И если посмотреть на нашу жизнь, каждый из нас является учителем какого-то предмета. Мы точно так же занимаемся дополнительно с учениками, готовим их к Олимпиаде. У нас бывают офис-аурсы, по субботам, может быть, зовем их на дополнительно, у нас, если бывают кружки. И вдруг один из учеников точно так же вам скажет: вы плохой учитель, что вы сделали? В современном мире дети любят высказывать свое мнение, претензии к старшим. Они думают, что высказывать свое мнение – это какое-то геройство. И они думают, что вокруг все им чем-то обязаны. Родители, учителя или, не знаю, можно сказать, их даже одноклассники. И является ли это причиной того, что он высказался в ответ так жестоко своему учителю? Конечно же, нет. Давайте вернемся к письму, и я выскажу свое мнение, и, может быть, даже это является, судить вам. В этом письме было сказано, что ученик сказал в ответ учителю. Он, может быть, даже не осознавал, что он обижает учителя или унижает. Он считал себя героем. Почему? Потому что он высказался перед классом. Он считает себя прямой личностью, которая может высказывать все. Здесь главная цель, как учителя и как школа, не забывать, что мы должны учить ребенка правильному отношению к другим людям. Если вы внимательно меня слушали, вначале я сказал, что этот учитель занимался с ним математикой, а она подзабыла, и она не вложила в него отношение, как правильно отношение к людям, а это человечность. И это была ее главная ошибка. Каждая школа, каждый преподаватель, каждый урок или каждый момент, когда мы проводим с нашими детьми, мы не должны забывать, что мы должны до них что-то донести. Даже в планировании урока у нас есть 3 главные цели. Это образовательная цель, это развивающая цель и, конечно же, воспитательная цель. Если в ходе урока вы забыли одной из целей, то этот урок можно считать, что вы не провели. И в какой-нибудь день вы можете столкнуться со схожей ситуацией, и что вы в этот момент сделаете? Спасибо вам за внимание.